Вот и подошла к концу очередная история. Но как мы все знаем, конец – это всегда новое начало. Но так ли это в нашем случае? Луиза де Саль в 99-й серии «Точки невозврата» телепортировала Лололошку к себе после его визита в пансионат, где он встретил Междумирца, то есть другого себя. И что же мы имеем теперь? Междумирец оставлял Луизе записку, где написано о том, что Лололошка придет в организацию через мертвую ветку, а Междумирец должен уйти, ведь его друзья на самом деле не умерли. Что ж, давайте рассуждать, что нас может ждать в финале «Точки невозврата». Во-первых, хочется узнать, а какие именно друзья не погибли у Междумирца. Ведь кажется, это может быть речь о других, первых. Конечно, я могу ошибаться, и это может быть какая-нибудь София или же Джодах Сакетры из другого варианта. Но все-таки в записке написано: «Я ошибался, они не погибли, мне нужно уйти». Речь может быть не о друзьях, а как раз таки о реальностях. Ведь в сезоне 13 огней Междумирец думал, что все реальности погибли, ведь когда-то ему не удалось открыть отправление. А во-вторых, хочется быстренько пробежаться по Луизе и сделать одно предположение насчет финала сезона. Естественно, частично опираясь на прошлое. Давайте посмотрим на нее со стороны реальности GDH. Как мы все знаем, события или существа в каждой реальности могут повторяться или быть очень похожими с другой. Мне кажется, что у Луизы есть сходство с ассистенткой Джона по имени Молли. Молли, как и Луиза, единственная, кому доверял Лололошка. Также они оба занимались совместной научной деятельностью, причем очень масштабной. Пока Джон изучал другие реальности, Лололошка изучал пространство вне времени. Обе темы довольно масштабные и тесно связанные друг с другом. Но к чему же я веду? Ситуации могут повторяться. То есть Междумирец может преследовать какую-то цель, явно связанную с Лололошкой, полностью игнорировав Луизу в служебных вопросах. А как мы знаем, она своего рода дьявол, на которого не действует концентрированное время. У нее есть все перспективы стать финальным боссом этого сезона. Но что-то мы отошли от темы. Давайте вернемся к Междумирцу. Почему же наш Лололошка не смог им стать? Как он убил эту внутреннюю личность главного преступника мультивселенной? Мы не можем знать, насколько сильно отличается прошлое этих двух Лололошек. Ведь прошлое нашего заканчивается в Архее. Точнее, это единственный момент из прошлого, который мы знаем. А также историю с Софией. Но имея информацию о том, что Междумирец из другой ветки собирал огни для открытия отправления с целью отправиться в другие реальности, которые сам же считал мертвыми. Можно чуть ли не с уверенностью сказать, что Междумирцу не удалось открыть отправление в свое время. Но еще то, что он переживал архейские события, может быть абсолютно точно так же, как и Лололошка, или с минимальными изменениями. Но о них мы пока что еще не знаем. Одно я знаю точно. События после 13 огней у Междумирца были свои. И с момента потери Софии прошло уже очень много времени. Ведь он уже сменил очки и слегка изменил свой характер. Потери окружали Лололошку все время. И поэтому это его сподвигло создать организацию. Но все-таки как он узнал о том, что вероятнее всего другие первые живы? И зачем он отправлялся в пансионат? Как же он узнал о других первых? Мне кажется, тут все очень просто. Так как Междумирец создал организацию и буквально смотрел за ветками, он мог увидеть те, где другой Лололошка открывает это самое отправление. Почему же это произошло так поздно? Да все просто. Междумирец не был сосредоточен на их поиске. Он пытался спасти ветки и невинных существ. Но вот со временем ему удалось увидеть, как другой Лололошка открывает отправление успешно. Но теперь возвращаемся к вопросу, а для чего Междумирец ушел в пансионат? Сейчас будет немного странное предположение, но как будто бы единственное, которое я могу объяснить. Перед этим попрошу вас учитывать, что сезоны «Новое поколение» и «Игра Бога» являются не каноничными. В общем, как мы все знаем, Междумирец был внутри Лололошки,
и наставлял его, а также использовал свою силу перемещения во времени для успешного выполнения своей миссии – захватить разум Лололошки. Но вот когда? Когда же Междумерец смог проникнуть в его сознание? Возьму момент из идеального мира, где в Лололошку внедрили Персик Прайм. Почему именно этот момент? Да потому что ученая Рая Абер после своей смерти благодаря Междумирцу была помещена в модуль Персик Прайм, который в сезоне «Идеальный мир» внедрили в Лололошку. В сезоне у Лололошки, Раи и Междумирца была своя связь. Можно предположить, что Лололошка из-за своей особенности мироходца адаптироваться под миры и обстоятельства смог перенять небольшую частичку Междумирца, ведь это часть его ДНК. То есть, как у нас произошло и с GDH в точке невозврата после финала «Сердце Вселенной». И поэтому Междумирец как раз таки благодаря этой частичке общался с Лололошкой. Все-таки сейчас обратимся к будущему. Зачем Междумирец ушел в пансионат из Синклита? Мне кажется, что когда он потерял контакт с телом Лололошки, то есть в финале последней реальности, он ушел из Синклита для полного погружения в разум, чтобы не было никаких отвлекающих факторов. И перед уходом Междумирец дал Луизе всеми известную записку. И вот, кровать Междумирца открыли, и он пробудился для финального разговора с Лололошкой о великой цели – спасти все миры и реальности. Эх, агенты организации, может все-таки на телеграм-канал подписочку оформите? Все-таки мы там активно обсуждаем каждую серию и теорию. Мы вас ждем.